Чеченец, убитый за оскорбление вора в законе Гули, ожил и записал новые видео. Противостояние Гули с чеченским кланом стало публичным. История с оскорблением авторитетного законника Надира Салифова, Гули, и якобы последовавший за этим местью, получила свое продолжение. Оказалось, что автор видео, являющийся представителем клана чеченского авторитета Хамзата Гостомирова, шейх Хамзат, некий Тимур, жив. Это было продемонстрировано в новом видеопослании чеченцев. Напомним, ранее в сети появились 3 видеоролика, на первом из которых молодой мужчина с бородой обещает порвать Гули на британский флаг и передразнивает его прозвище. На втором видео показан обстрелянный черный Мерседес. Третье видео демонстрировало якобы уже самого грозившего расправой Гули чеченца в морге, на теле которого видны следы от пулевых ранений. Однако, как выяснилось, убитый мужчина был просто похож на Тимура. Им оказался житель Чечни Апти, Арби Дутаев. Вечером 12 февраля этого года его автомобиль расстрелял в Алхан-Юрте полицейский Маирбек Ташаев. Находящийся за рулем Мерседес Дутаев от полученных ранений скончался на следующий день в больнице. Апти, Арби Дутаев. Ташаев же сам пришел в полицию и рассказал, что совершил преступление из кровной мести. Недавно он узнал, что в 2015 году Дутаева на импровизированной дуэли застрелил двоюродный брат полицейского Рамли Магомадова. Однако наказание за это убийство не понес, несмотря на то, что органами предварительного следствия были собраны достаточные доказательства причастности Дутаева к убийству. Причиной же оскорблений в адрес Гули стал его конфликт с так называемым чеченским кланом. К примеру, в канун Нового года у азербайджанского законника обострились отношения с вором Азизом Батукаевым. Люди последнего пытались перевести под свою крышу 3 столичных рынка, контролируемых Гули. Представители сторон договорились обсудить все в ресторане, но всех участников тогда повязала полиция. Тимур Дикий Тамаев вместе вором в законе Азизом Батукаевым. В то же время и сам Гули после своего освобождения начал активно расширять сферы своего влияния. Особенно это касалось объектов, принадлежавших ранее Равшану Ленкоранскому. Одним из таких, например, является крупнейший в столице продовольственный рынок Food City. Наиболее ярым последователем дела Ровшана Джаниева, помимо его брата Намика, который даже пытался организовать в Турции убийство Гули, но был задержан полицией, является проживающий в Европе шейх Хамзат. По крайней мере, так он себя позиционирует. Адам Делимханов и Тимур Дикий Тамаев. Поэтому не случайно, что угрожающего Гули чеченца связали именно с Гостомировым. Кстати, Тимуром Диким 2 он себя называет тоже не случайно. Дело в том, что среди приближенных к шейху Хамзату есть еще один Тимур Дикий. Чтобы не возникло путаницы, он даже поспешил записать видео, где сообщает, что жив-здоров. И интересно, что опровергать сведения о своей гибели Тимуру Дикому, настоящее имя, Тимур Тамаев, было не впервой. В 2015 году этот бывший уголовник и большой друг криминальных авторитетов защищал русский мир на Донбассе. А после возвращения в Россию при любом удобном случае посылал видеоприветы и слова поддержки своему брату шейху Хамзату, сопровождая это то стрельбой из пистолета, то обещаниями отомстить за убитого в Стамбуле в декабре 2017 года вора в законе Давида Алханишвили Датопанкиский, являвшегося чеченцем-кистинецем и коронованного при участии Тариэла Аниани Таро. Сам же Гули пока никак не отреагировал на все это пиар-шоу, видимо, предпочитая действовать вместо того, чтобы сотрясать воздух словами. Источник: Кримонов, АС.